культурно-досуговом центре в Ахмеджите прошел праздничный концерт, посвященный Дню крымско-татарского флага, а также вечер памяти, приуроченный к 110-летию со дня рождения легендарной крымско-татарской певицы Сабрие Эреджеповой, которая внесла неоценимый вклад в развитие крымско-татарской культуры. По традиции мероприятия начали с национального гимна. Красиво развивающиеся крымско-татарские флаги с золотой тамгой, патриотические песни и национальные танцы. К этому празднику воспитанники центра готовились с большим трепетом. Более 100 талантливых детей сегодня вышли на сцену. Воспитать в будущем поколении патриотический дух, привить любовь к родине, к языку и родной культуре – главная цель педагогов центра. Сегодня ученикам и гостям мероприятия рассказали о творчестве выдающейся крымско-татарской певицы Сабрие Эреджеповой. Сильная духом, богатая талантом, она в самые тяжелые времена сумела сохранить и возродить многие народные крымско-татарские песни. Ее творчество является гордостью крымско-татарского народа, а песенное наследие – бесценным. Сабрие Эреджепова, наша певица, великая певица, она первый патриот нашего народа, она действительно несла в своих песнях любовь к нашему народу, любовь к родине. И это все мы должны передавать нашим молодым поколениям. Интересными фактами из жизни певицы в своем видеосообщении поделилась заслуженная артистка Крыма, певица Гулизар Бекирова. Работая в ансамбле «Хайтарма», ей посчастливилось выступать на одной сцене с непревзойденной исполнительницей. О вкладе величайшей певицы в культуру своего народа написала и редактор журнала «Арзе» Лентара Халилова. Когда мы вернулись в Крым, была такая инициатива написать о крымско-татарских женщинах, которые внесли свой вклад в сохранение культуры нашего народа в местах депортации. И, конечно, в первую очередь это была Сабрие Ханум. Тогда было мало информации, но я опиралась на ее книгу, которую она сама написала о себе. Это «Меным Йонышлы Йоларым». Музыкальный фольклор крымских татар, сохранившийся благодаря мастерству талантливой певицы, сегодня вновь ожил на сцене. Ученики музыкальных школ и их преподаватели исполнили известные произведения. Я, как правнучка, очень рада тому, что я продолжаю это действие, ее дела. И, то, что наш народ не забывает о том, что есть такие люди. Я хочу, чтобы и дальше нынешнее поколение развивало, нынешнее и будущее, нашу культуру, нашу традицию, наши песни. Обязательно, чтобы не забывало. Концерт произвел неизгладимое впечатление на всех гостей. Я просто восхищена. Вы знаете, я давно не была на таких мероприятиях, а надо почаще посещать такие мероприятия, чтобы наш национальный дух сохранялся в нас, и чтобы передавать эти чувства нашему молодому поколению, нашим детям и внукам. Выступают наши дети, талантливые дети, воспитанники нашего клуба. Это тоже очень интересно. Оно вдохновляет, что дети воспитываются в национальном колорите, и патриотизм развивается. Такие мероприятия нужно проводить все чаще и чаще. И мы будем посещать и приводить своих внуков. Балалармен нетмесек, олармен eglenmesek, олар неsil-неsilден өтмесе, біздің халқымызда бір şey yok. Тесурат Бек Балабан,
бек дүлбер ойнайлар, балаларымыз бек яхшы йырлайлар. Мен ғурурланаман қалқымман. Onun için мына böyle tedbirlerge hepsine men katnaşaman. Hem sağ ol demen Arzen Verovnaga, bütün şu yerde çalışkan adamlarga